Вас приветствует программа «Криминальный Якутск». И я ее ведущий Айсан Николаев. Сегодня в выпуске. Когда проблемы решают с помощью ножа и ножниц, в сводках криминальной хроники сразу два нападения. Он ударил ножом в лоб, Борьба со спайсом продолжается. Сотрудники наркоотдела изъяли синтетический наркотик у якутянина. Легенда якутских дорог, ветеран госавтоинспекции Дмитрий Николаевич Алексеев. О войне, о службе и о водке. Буду среди людей, всегда буду работать. Буду работать в ГАИ. К новостям криминальной хроники. Эта неделя для Якутска запомнится сразу двумя случаями с использованием холодного оружия, ножа и ножниц. Виной всему алкоголь. Все подробности у Галины Тимофеевой. 8 апреля в 8 часу вечера на станцию скорой помощи поступил вызов о подножовщине в одном из частных домов по Хатынрядскому шоссе. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В частном доме проживало 4 ранее судимых людей, 2 из которых в ходе распития спиртных напитков затеяли драку. Один из них выхватил со стола кухонный нож и нанес рассекающий удар в лобную часть головы своего оппонента, после чего второй участник тоже вооружился ножом и нанес ответный удар в область живота. В итоге один доставлен в отдел полиции, другой – в Центр экстренной медицинской помощи. По данному факту проводится проверка. 8 апреля поступило сообщение о драке в семейном общежитии студгородка. Полицейскими на месте был задержан 25-летний студент столичного вуза. Жертвой пьяного студента стала собственная жена. Со слов потерпевшей, в этот день муж отмечал итоги государственных экзаменов. Вечером того же дня, без 5 минут выпускник пришел домой в изрядном подпитии и потребовал от жены деньги на продолжение банкета. Однако, получив отказ, молодой муж пришел в ярость и принялся избивать свою супругу. К сожалению, простых побоев ему показалось мало, и в завершении он нанес удар ножницами в бедро девушки. В конечном счете жертве удалось выбраться в коридор, где за нее заступились соседи. Сразу 2 уголовных дела были возбуждены в отношении 2 молодых людей. При задержании у них обнаружены наркотики. 31 марта около 6 часов вечера возле дома по улице Можайского, 15, сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками был задержан 26-летний уроженец города Якутска, у которого в приличном досмотре были обнаружены и изъяты пакет и 2 бумажных свертка с веществом растительного происхождения общим весом 12,610 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. 6 апреля около 7 часов вечера возле дома по улице Кальвица, 5, сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками был задержан 39-летний уроженец города Якутска, при личном досмотре которого был обнаружен прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, общим весом 1,02 грамма. Экспертиза показала, что в пакетике находился сильнодействующий синтетический наркотик спайс. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. С начала текущего года от воздействия наркотических средств и передозировки погибло 5 человек. К уголовной ответственности за хранение наркотических средств привлечено к ответственности более 60 человек. За сбыт наркотических средств привлечено к ответственности 7 человек. Также хочется отметить, за определенную категорию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Уважаемые граждане, не оставайтесь безучастными. О всех фактах незаконного оборота наркотиков просим сообщать по телефону 45 40 21 и круглосуточный телефон дежурной части 43 92 91. Сегодня в рубрике «Свое дело» начальник подразделения по делам несовершеннолетних столичной полиции Маргарита Нориковна Андреасян. Тема непростая – детская безнадзорность и ее профилактика. Здравствуйте, Маргарита Нориковна. Многих волнуют вопросы, связанные с подростковой преступностью. Насколько остро стоит данный вопрос? Здравствуйте. Да, действительно, на сегодняшний день это актуальная тема. И подростковая преступность у нас стоит основным вопросом для профилактики несовершеннолетней безнадзорности и правонарушений. К сожалению, за последние годы возросло количество совершенных преступлений. И как практика показывает и анализ, наиболее часто совершаются преступления имущественного характера, такие как кражи и грабежи. Какая профилактика по защите прав несовершеннолетних осуществляется инспекторами ПДН? Большой комплекс мер проходит по профилактике. Тут задействованы не только инспектора по делам несовершеннолетних, а все органы, еще раз повторюсь, судебной профилактики.
Это, конечно же, первоначально это индивидуальные беседы, это лекции, всевозможные с приглашением представителей органов и служб подразделений Министерства внутренних дел. Каждый орган системы профилактики нацелен на ту или иную проблему, которая существует и актуальна в нашем городе. Это рейды всевозможные. И, как правило, у нас очень хорошо за последнее время организованы рейды родительских патрулей. То есть родители, общественность входит с нами по тем местам, где наши несовершеннолетние собираются и, возможно, совершают административные правонарушения, и, соответственно, ходят с профилактикой и профилактируют эти места. Свой микрорайон, каждое учебное заведение патрулирует с целью недопущения совершения подростками преступлений и правонарушений. Какие санкции предусмотрены законодательством в отношении беспечных родителей? На родителей инспектора по делам несовершеннолетних составляют административные протоколы по статье 5.35. Это неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению малолетних. Данный административный протокол рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних при окружной администрации города Якутска. В состав комиссии входят все субъекты профилактики. Санкции такие: предупреждение, либо административный штраф накладывается комиссии по делам несовершеннолетних. Какие проблемы, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам полиции, работающими с несовершеннолетними, вы назвали бы самыми злободневными? Ну, я скажу, наверное, так, что на сегодняшний день у нас на учете состоят большое количество детей, и, как практика показывает, подростки совершают правонарушения, наверное, все-таки от бесконтрольности родителей. Если раньше мы видели социальный уровень состоящих на учете был очень низкий, то на сегодняшний день подростки довольно-таки из обеспеченных семей и благополучных семей состоят на учете. И это говорит только о том, что наши родители забывают, не несут тот определенный перечень и контроль за подростками, и подростки совершают правонарушения и преступления. Поэтому социальное явление такое, как отсутствие контроля, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, это прежде всего. Все идет именно от этого, все идет с семьи. Спасибо, Маргарита Нориковна. Спасибо. Теперь к сводкам с дорог. За прошедшую неделю на столичных дорогах зарегистрированы 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Инспекторами ДП задержано и отстранено от управления 65 нетрезвых водителей. 13 апреля в 15 часов 50 минут в дежурную часть госавтоинспекции города Якутска поступила информация о наезде на ребенка на улице Строителей напротив дома номер 8/2. Установлено, что водитель автомобиля Toyota Probox, следуя по улице Строителей со стороны улицы Дзержинского, направления улицы Халтурина, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Бригада скорой помощи забрала ребенка в медучреждение. Позже врачи обнаружили у него ушибы и ссадины и назначили амбулаторное лечение. Мужчина объяснил, что ехал с небольшой скоростью, но все же ребенок на проезжую часть выбежал неожиданно. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям регулярно проводить беседы с ребенком. Лучше всего объяснять правила безопасного движения на практике, например, во время прогулки, когда вы, не торопясь, сможете показать маленькому пешеходу, где безопаснее всего переходить дорогу. Особенности работы светофора, опасные места, так называемые дорожные ловушки. Водителям ГИБДД рекомендует соблюдать безопасную скорость движения, особенно внимательными следует быть вблизи детских образовательных учреждений и остановок общественного транспорта. 13 апреля в 8 часов 50 минут утра возле дома номер 49 улицы 50 лет Советской армии произошло столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и грузового автомобиля КАМАЗ. Установлено, что 31-летний водитель автомобиля КАМАЗ, следуя в центр города, не выдержал безопасной скорости движения, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего грузовик выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение передней частью со стоявшим на остановке автобусом ПАЗ, маршрут номер 19. От удара КАМАЗ развернуло на дороге на 180 градусов и правым боком занесло прямо на автобус. В результате ДТП водителю автобуса на месте автоаварии была оказана разовая медицинская помощь. В салоне общественного транспорта в момент столкновения находились около 10 пассажиров. К счастью, никто из них травм не получил. Проведенное медицинское освидетельствование не выявило у водителей факт употребления алкогольных напитков. Причину автоаварии водитель грузовика пояснил тем, что его транспортное средство занесло из-за образовавшейся наледи на дороге. Во избежание несчастных случаев на дороге госавтоинспекция рекомендует автомобилистам преодолевать сложные участки дорог на небольшой скорости, держать дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров.
17 апреля в России отмечают День ветеранов МВД и внутренних войск. В преддверии праздника мы посетили легенду якутских дорог, ветерана госавтоинспекции столичной полиции Дмитрия Николаевича Алексеева. Он участвовал в разгроме японской армии на Дальнем Востоке, обеспечивал безопасность на дорогах Москвы во время Олимпиады 80. Более 30 лет отдал службе в органах внутренних дел. Дмитрий Николаевич родился в небольшом селе Мегино-Кангаласского района. Как и многих живших в то время, Великая Отечественная война настигла нашего героя в юношестве. С 14 лет он работал в колхозе вместо взрослых мужчин, ушедших на фронт. К концу войны, по достижению призывного возраста, молодой Дмитрий вступил в ряды Красной армии и принимал участие в разгроме японской армии на Дальнем Востоке. Отдав армии 6,5 лет, наш герой решил вступить в органы милиции. Я все-таки, когда молодой был, думал, буду работать в милиции. Это мой план, когда армию служил. Буду среди людей, всегда буду работать. Буду работать в ГАИ. За более чем 30-летнюю службу Алексеев снискал народное уважение и получил прозвище «Водка», что обозначает «водитель, осторожно». Дорогу контролирует Алексеев. Приехал Косыгин из Москвы, но называли, которые корреспонденты были, они, вот водка стоит, все тогда. Он, когда спрашивал, он дорого пьет, что ли, водку. Но объяснили, когда вот контролирует Алексей. Сейчас Дмитрию Николаевичу 89 лет, и к нему до сих пор ходят в гости молодые коллеги за советом или послушать забавные истории со службы. Для каждого из них ветеран находит добрые слова напутствия. Своим молодым работникам самое главное человеку дисциплина. Когда дисциплина есть, нигде бояться нечего. Когда дисциплина есть, все хорошо. Работа лучше, людям ходить лучше, все уважение народа. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Берегите друг друга.